Долгосрочная программа «Абазины и абхазы. Перспективы сохранения и развития языков, полевые исследования и архивные материалы» – это один из самых масштабных проектов по сохранению и развитию родного языка за последние годы. Ее автором и спонсором является ученый, доктор технических наук, почетный член Академии наук Абхазии, президент автономной некоммерческой организации Алашара Муса Экзеков. Срочность решения данной проблемы. Она безотлагательная, она срочная. И мы понимаем, что данной проблемой мы будем заниматься постоянно, потому что язык нужно не только сохранять, но и развивать язык. Мы постоянно говорим о том, что мы хотим и в научной среде, и в бизнес-среде говорить на родном языке. Да, мы к этому стремимся. Для этого нам нужно очень здорово поработать с тем, чтобы все четкие детали, конкретности мы могли говорить на родном языке. Проблема невладения родным языком актуальна сегодня в равной степени как для Абхазии, так и для братской Карачаево-Черкесии, считают ученые. Такой вывод был сделан в ходе многоплановых исследований. Язык перестают использовать как в городе, так и в селе, говоря практически только на русском. Все делопроизводство в Абхазии и КЧР также ведется в основном на русском. Чтобы решить проблему, планируют привлекать зарубежных специалистов. Будут включены молодые специалисты, это аспиранты, студенты. Также в работе программы будут подключаться наши этнические абхазы и абазины за рубежом. Ситуация с владением родным языком в Абхазии и КЧР не может не вызывать опасений, считает руководитель направления по развитию языков Вячеслав Чирикба. Саму проблему он называет в равной степени как актуальной, так и парадоксальной по своей сути. Тема не новая для абхазского общества, проблема сохранения абхазского языка, но тема и парадоксальная, поскольку мы имеем в виду государственный язык, язык титульной нации, да, который надо спасать. Таких ситуаций в мире очень мало. В Ирландии, я знаю, только такая ситуация. Вот. И поэтому, кроме того, ситуация очень, как сказать, она имеет тенденцию к ухудшению. И вот то исследование, что мы проводим, у нас есть группа людей, которые занимаются исследованием знания абхазского языка среди молодежи, то есть среди маленьких детей, да, дошкольного и школьного возраста. Ну, вот по городам проводится исследование, с 1 июля мы начали, сейчас тоже проводится, ситуация катастрофическая просто. Она вызывает огромные опасения за судьбу абхазского языка. Вырастают поколения детей, которые никогда не будут говорить на родном языке городского населения, а они будут, естественно, строить Абхазию будущую, да? Вместе с тем Вячеслав Андреевич считает, что проблему еще можно решить. Абхазский и абазинский языки еще могут занять справедливые лидирующие позиции среди своих носителей. И требует огромное количество интеллектуальных, материальных и людских ресурсов. Вот этим как раз мы сейчас этим занимаемся, не подменяя, конечно, никого, ни государства, ничего. Мы работаем вместе. У нас есть прекрасный контакт, все мы друзья, все мы коллеги, и мы работаем над этой очень важной темой. Я вам хочу сказать, ее драматизм в том, что потеря языка для Абхазии будет равняться вот по своей значимости махаджирству, когда мы потеряли часть народа, да? А теперь уже та часть, что осталась, еще язык потеряет, мы станем просто населением через какое-то время. Это трагедия, и возникает вопрос, зачем тогда мы создаем государство, если не для сохранения языка, этноса и нашей культуры. Мощнейшим фактором языковой ассимиляции являются телевидение и интернет, считает Вячеслав Чирикба. На детей раннего возраста большое влияние оказывают популярные русскоязычные мультфильмы. Русский становится наиболее применяемым в обществе, постепенно вытесняя родной язык. Мой ребенок был только абхазоязычным до детского сада. В детском саду стал двуязычным, а сейчас в абхазской школе перешел только на русский язык. То есть он уже постоянно его говорит, давай, обслышала. Это типичная проблема. То есть что надо делать, чтобы ситуацию изменить? Я думаю, что она решаема, но если ничего не делать, ничего не получится, естественно. Ученые своей деятельностью не собираются подменять никакие государственные органы, занимающиеся схожей проблематикой. Напротив, только сообща, убеждены эксперты, они смогут добиться желаемого эффекта. В планах у группы проведение ряда круглых столов, издательство пособий и уже как следствие активизация процесса внедрения и популяризации родного языка. Илана Казанова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.